чего этот человек на самом деле хочет от вас. Сегодняшняя тема нашего с вами расклада. Нагадай свое счастье на нашем канале Life. Наконец-то мы продолжаем наши любовные темы по нашей традиции, да, как обычно. Итак, вы загадываете человека и спрашиваете, а чего он на самом деле от вас хочет, что ему надо. Может, ему ничего не надо, может, ему что-то все-таки надо. И гадать мы сегодня с вами будем на мистическом таро птичьего дома, да, королевство птиц. Вот, такая очень интересная колода китайская. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально. Момент, когда вы его открыли и смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, чего этот человек на самом деле хочет от вас? Я только что говорила, что сегодня день несосредоточенности, рассеянного внимания, еще неизвестно чего. Пишите, как у вас. Как вы себя ощущаете. Итак, первая карта показывает ваше отношение к загаданному человеку. Ваше отношение к загаданному человеку. И дальше мы будем смотреть, а чего этот человек на самом деле хочет от вас. Итак, первая позиция у нас будет духи Сальвадор Дали, вторая позиция у нас будет Палома Пикассо, и третья позиция вот какие-то духи. Короче, сейчас скажу. Passion парфюм, да? Элизабет. Плохо вижу. Так, сейчас. Ага, не могу прочитать. Пишите, кто знает эту марку духов. Так, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Чего человек от вас хочет на самом деле. Сначала посмотрим, а чего вы от него хотите, да? И ваши чувства к этому человеку. Так, первые духи у нас Сальвадор Дали. И первая карта, да? Ну, вы у нас Луна. Вы сами не знаете тоже, что чувствуете. На самом деле вы запутались, вы как-то грезите этим человеком. Не понимаете, почему этот человек вам как-то стал дорог, почему вы о нем думаете на ночь, или он снится вам по ночам, какая-то мистическая связь совершенно. И эта карта, она, конечно, показывает, что и правда все тут нечисто. Может быть, это даже человек привораживал вас или вызывал как-то искусственно ваши чувства. Или правда это какая-то странная связь, да, между вами. Вот вы интуитивно ощущаете, но не понимаете себя до конца. Вот как вы к нему относитесь. На самом деле, скорее всего, вы мечтаете об этом человеке, но не хотите себе в этом признаваться. Вот. Что этот человек вам чувствует? Мы видим здесь карту Жрица. Очень похожие карты друг на друга. То есть человек тоже чувствует с вами мистическую связь, но не понимает, почему. Этот человек тоже тянется к вам и тоже втайне от всех думает о вас и любит вас, возможно, да, или влюблен, но не понимает, откуда взялись эти чувства, а вдруг они вызваны искусственно. Тоже вас подозревает, возможно, в магии, а вы его, да. И, скорее всего, это какая-то запретная любовь, насколько я это чувствую. Или люди просто сами себе запрещают эти чувства. Может быть, это как-то против чего-то, да? Ладно, давайте посмотрим, что человек реально, на самом деле, по-честному хочет от вас. И вышла карта Туз Пентаклей. Во-первых, это карта возрождения, реабилитации в отношениях, второго шанса. Он какой-то второй шанс от вас хочет. Но тут еще и туз жезлов вышел. Страсть такая, да, яркость в чувствах, эмоций, хочет побольше эмоций, второго шанса. И по 8 кубков мы видим здесь, вот в этой колоде, она, как другая колода, она не классическая, да, мы видим здесь свадьбу. Прям благословение на брак, вот смотрите, идет прям свадьба. Этот человек мечтает о том, чтобы вы были вместе. То есть это реально его какие-то вот намерения и чувства. И чего на самом деле хочет, да? Быть с вами, второго шанса, страсти, эмоций, любви, всего-всего-всего, что вот есть самого лучшего в отношениях. Понимаете? Хотя вы как-то вроде оба, мне кажется, запутались и запрещаете друг другу и себе, сами себе эти чувства. Но человек размечтался уже до небес, можно сказать.
И, соответственно, я так вижу, что шансы-то есть, потому что у человека такие прекрасные намерения и очень светлые чувства к вам. Поэтому, ну, открывайте свое сердце, значит, да, оба. Ну, вот такая вышла первая позиция интересная. То есть тут все неподдельно как-то, да. Идем ко второй позиции. Тут у нас Палома Пикассо. И первая карта показывает, а как вы относитесь к этому человеку, что вы чувствуете. Так, ну здесь у нас, значит, с вами, так понимаю, королева Пентаклей, да. Ну, карта показывает такое, знаете, зрелое такое состояние. Типа муж, жена или серьезные отношения, серьезная любовь, что ли, вот так. И вы, скорее всего, такие вот именно чувства и испытываете к человеку, какие-то зрелые чувства, которые вы осознали. И, скорее всего, вы так к нему так как-то вот ровно относитесь, так вот с ответственностью, с таким пониманием. Вот. Поэтому я могу сказать, что вы очень хорошо к этому человеку относитесь. И именно любите этого человека, и заботитесь о нем, и вот обожаете его. Но это именно такое, знаете, уже спокойное отношение, нет такого вот прям взрыва. Взрыва страсти-то нет здесь, и все равно такое более, знаете, осознанное отношение. Ну, карта такая, знаете, даже вот как будто иногда о человеке заботишься, вот как бы мать о нем заботилась, или как, ну, вот жена, она же как мать заботится, у нее есть вообще 3 ипостаси, это как типа любовница, мать и сестра, да. Вот, и вот вы проявляете себя вот во всех разных таких, ну, моментах, как согласно ситуации, да, скорее всего. Ну, хорошо очень относитесь. Ладно, а как этот человек к вам относится, что он чувствует на сегодняшний день? Десятка пентаклей, да то же самое, тоже вот у вас как-то все взаимно, уже вторая позиция идет все взаимно, да, все как отражение друг друга, как зеркало. Человек здесь тоже испытывает к вам такие, знаете, домашние чувства, серьезные чувства, семейные. Вот как будто бы, если вы не в браке, то ему бы хотелось быть с вами в браке, в серьезных отношениях, вот смотрит в будущее. Если вы уже в браке, очень похожи на семейную пару. Силы рода даже с обеих сторон поддерживают ваши отношения на сегодняшний день. Это такой многообещающий мог бы быть союз, да, если вот его еще нет, то он будет, скорее всего, и очень многообещающий. То есть прям на долгие годы может быть союз, такое прям очень хорошее отношение друг к другу. Ну, давайте посмотрим, а чего на самом деле этот человек по-честному хочет от вас, да? Ага, повешенный. Повешенный. Десятка мечей. Рыцарь Пентаклей. Вы знаете, этот человек хотел бы, чтобы вы перестали строить из себя жертву. Да, в чем бы то ни было в этих отношениях, чтобы никаких жертв не было. Ну, не нравится ему образ жертвы. Ни вашей, ни чьей-либо еще жертвы. Вот. Если вы там иногда, знаете, вот так, типа, вызываете в нем чувство вины, стараетесь надавить там на него, на гнилуху надавить, да, это как называется, да, и там всякое его выкручиваете периодически, что он что-то должен. Вот ему бы этого не хотелось, а хотелось бы нормальных взаимоотношений, таких вот, какие у вас в чувствах есть. То есть хорошо относиться друг к другу по-честному, там, да, работать вместе над отношениями в жизни, там, над домом, над семьей. Вот если так, то нормально. Но если вы из себя что-то будете выкручивать, выкаблучивать и постоянно его ставить в чувство вины, то этот человек, наверное, долго все-таки не сможет. Конечно, постарается, может, вас перевоспитать или уже старается. Но в целом долго не сможет, конечно, вот так. То есть вам нужно это понимать. Честных отношений хочется и нормальных вот с обеих сторон ему, этому человеку. Вот. Поэтому постарайтесь это обеспечить, если вы любите, если вы хотите быть вместе. И чтобы он жертву из себя не строил, чтобы вы не строили. Постарайтесь как-то к нему более, что ли, нормально относиться. Может, вы на него сердитесь периодически, хоть и любите. И вообще не будьте как мамаша, если вы женщина, да, там. Как мама можно заботиться, а как мамаша уже нет, как курица на сетка.
Нужно равными быть в отношениях, как рыцарь Пентаклей с котом со своим равный, вот так же и вы должны быть равные. Тогда нормально будет. Вот он хотел бы с вами вот как-то продуктивных таких вот ровных, хороших отношений, семейных. Ну, такая интересная вторая позиция. А мы идем с вами дальше к позиции номер 3. И первая карта, как вы сначала относитесь к человеку, чтобы сориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию, да? Ага, тут шут. Вы к нему как, либо как к ребенку относитесь, либо сами как ребенок. У вас есть к этому человеку интерес, влечение, но вы-то как-то дурачитесь. Несерьезное отношение, до конца нет серьезного отношения. Есть увлеченность, интерес, может, вы следите за человеком, есть страсть, есть романтика. И даже желание, там, не знаю, встречаться, ездить куда-то, еще что-то, проводить время, но нет какого-то зрелого отношения. Ну, нет его. Есть тут восторг. Может быть, вы только познакомились, например, тогда, да, вот вы увлеклись этим человеком, вот тогда понятно. Но если давно, я бы сказала, это слишком такое беспечное отношение, да? Или слишком безответственные отношения, что ли. Как-то вы какую-то сказку придумали про отношения и верите в нее, а на самом деле в реальность вы не смотрите. Нужно иногда вот ответственность, да, в отношениях проявлять надо. То есть так просто вот нельзя вести отношения без ответственности. Нужно ответственность проявлять. Поэтому я вам так скажу, что вам нужно настраиваться чуть-чуть, может быть, иначе, если это уже продолжительные отношения. А если новые, ну все, у вас шут нормально, обнуление, новые отношения, увлеченность. Так, а он что чувствует? 7 жезлов. Ну, он так как-то огораживается немножко, что ли, от вас, этот человек. Не совсем вас понимает, изучает ситуацию. Поле изучает для деятельности, думает. В то же время ему интересно. Как-то на вас так смотреть интересно. Общение такое какое-то тоже интересное, да. Но сказать, что этот человек вас любит, прям любит, я, наверное, не могу. Он как-то боится вас пустить в свое пространство, потому что вот тогда будет какое-то развитие, а что я буду с этим делать, я не знаю. Вот он как-то так себя ощущает. Ну, мы давайте посмотрим, вот, что он по-честному от вас хочет. Тут у нас 6 кубков. А дальше, значит, 8 мечей. И 9 пентаклей. Ну, смотрите. Этому человеку хотелось бы общаться с вами по-честному, да, чего хочет. Общение. Побольше как-то разговоров, чтобы как получше узнать вот о чем-то. Но, опять же, это не говорит о том, что он вас хочет абсолютно точно подпустить полностью к себе и вот развить отношения. Нет. А скорее понять вас сначала, как-то изучить, но именно с помощью сообщений, например, переписки, письма, информации какой-то. 8 мечей показывает даже, может быть, совместный труд, работу или совместное обучение чему-то, просвещение совместное, может, ведение чего-то, каких-то дел, я не знаю. А 9 пентаклей говорит о таком ровном положительном общении, духовном развитии совместно. Но эти карты не говорят о том, что этот человек хочет с вами семью, детей, серьезных отношений, а скорее наоборот, ненавязчивого общения. Вот так. И не дай бог, он не хотел бы, чтобы вы имели на него виды, а скорее наоборот, чтобы вы ничего вообще не имели в его сторону. Ему бы хотелось. Тогда бы он мог наблюдать за вами без опасности. Без этой опасности серьезного взгляда на него. Поэтому тут скорее тоже что-то взаимное более. Но вы как-то так с интересом на него смотрите, как приключение, да? А он, ну, скорее чего-то побаивается.
я бы так назвала. Общаться готов, а вот дальше, наверное, нет. И такому человеку нужно время, чтобы иметь серьезные чувства и серьезное намерение. Это время он готов вам предоставить и уже решить, а будет дальше что-то или нет, но заглядывать так далеко в будущее ему бы не хотелось. Вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.